уважаемые гости и ветераны нашего Совета ветеранов Бескудникова. Мы очень рады, что в этот солнечный день вы сегодня пришли на наш фестиваль, который называется «Победы в сердцах поколений». И посвящен он 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Вам сегодня очень повезло. У вас будет концерт в двух отделениях. В первом отделении выступит первичная организация номер 3, а во втором отделении первичная организация номер 4. Итак, мы начинаем. Слово предоставляется Маргарите Алексеевне. Здравствуйте. Первый у нас выступает Матвеева Валентина Федоровна. Авторские стихи «Ночные ведьмы». Валентина Федоровна. Ночные ведьмы, немцы звали их. Девчонок милых, нежных и курносых. Они ушли в тот первый день войны, обрезав со слезами свои косы. Надели гимнастерки, сапоги, летать учились от зари до ночи. И руки девичьи свои они дарили только самолетом. Кричал с земли им ночью командир, кричал во все, что было мочи. Держись ровней, не смей в пике входить. Надеюсь, что живыми вы вернетесь. Они сажали самолет на брюхо, не разглядеть в ночи сигнальный знак. Горело сердце, и дрожали руки. И мысль одна — хоть чуточку поспать. И в девочек влюблялись все ребята. Дарили фото, веточки, цветы. Играли свадьбы прямо в медсанбатах, на костылях и с пулями внутри. Бывало так. На первое свидание никто не приходил из них двоих. И погибали оба на задании. Невеста в воздухе и на земле жених. О, сколько на земле могил секретных и деревянных звездочек простых. Лежат под ними девушки-невесты. Земля ревниво память их хранит. Но Родина не забывает павших. Они в строю, всегда среди живых. Бессмертный пол всех девушек собравших воздвигли им бессмертный обелиск. Умова Сибирь Арташесовна. Она исполнит песню «Мама», а исполняет Владимир Николаевич. Компонент. Мама, мама, мое сердце, я твои целую.
арыка, бегу, как же ты, переливая, журча и звеня. Возле арыка я помню впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд, очей твоих краса. Только полюбимые могут быть такие необыкновенные глаза. Только полюбимые могут быть такие необыкновенные глаза. Где бы я ни был, пустыни безбрежной, море в горах, пастухом у огня. Эти глаза неоткрытые и нежные мне помогают, глядят на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд, очей твоих краса. Могут быть такие необыкновенные глаза. Только полюбимые могут быть такие необыкновенные глаза. Необыкновенные глаза. Исполнить свои авторские стихи. Кто знает, да? Свекровь снайпер. Моя свекровь, а детям бабушка, старела. Она участница войны великой. Не раз твердила, что война не бабье дело. Должна быть женщина в семье владыкой. Рожать детей, растить ее предназначение, хозяйством заниматься и уютом. Но враг напал на родину и в наступление рванул напором в первую минуту. И женщина, в защиту родины бросаясь, взяла винтовку в руки. Мама — снайпер. Укрытие Веленьин сердце выбирая, полила в жертву, крикнув: «Подыхайте!» Не жалко было убивать, спросили внуки. Нет, отвечала бабушка со злом судача, я видела, с какой жестокостью зверюги громили мирных жителей при детском плаче. От верной гибели спасая командира, а вместе с ним подругу откопала ночью, медалью за отвагу наградили. А дальше орден за разбитых фрицев в клочья. Такой напряженный. Сейчас Галя Жукова прочитает «Муха-цокотуха». Я благодарна своим родителям, которые, конечно, отец прошел всю войну до Берлина, мама работала в колхозе, потом после войны он ее туда вызвал, семью, и там я родилась в 1947 году. Потом мы объездили весь Советский Союз, ну, как он был майор. Вот, а 10 лет перед тем, как я приехала в столицу нашей Родины, я жила в Тверской области. И, конечно, благодаря тому, что я жива, и то, что я настолько полюбила Россию, общаясь в деревне с деревенскими людьми, с природой, что до сих пор у меня это есть. Все вот это вот, ну, то, что касается природы и России моей. И еще такую маленькую деталь. Вчера, то есть сегодня ночью, у меня был приступ острой, когда кашляешь, как называется? Бронхит. Приехала скорая, я делала вот такая. А вот, ну, потом утром я, значит, встала. Они мне сделали, конечно, укол. Я думаю, а как же завтра?
А как же? И я прям воспряла, и сегодня, видите, какая даже не верится, что я немножко кашляю. Я не хотела очень с Владимиром Николаевичем спеть песню. Я на горку шла, и многие другие русские народные в русском костюме. Вот, но дыхание. Вот мне подлечивать, и вот раз спою. Поэтому я, благодаря тому, что я жила долго в деревне, и потом ездила туда на дачу, я написала там, когда внуки выросли, написала много рассказов про природу, про муравьев, про жуков, про кого только нет, про пауков. И выпустила много-много книг, ну, в единственном экземпляре, в двух. Ну, а так как я вчера не могла толком все повторить, не до этого было, я решила то, что я очень люблю Корнея Чуковского. И вроде бы для того, что это ради нашей победы, которая была, мы вот это все читаем и встречаемся здесь. Поэтому сейчас постараюсь вам рассказать. Муха, цикатуха, позолоченное брюхо. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Это она. То же самое делаю сейчас. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, а букашки по 3 чашки с молоком, с крендельком. Нынче муха цикатуха, именинница. Приходила к мухе бабушка пчела. Мухе цикатухе меду принесла. Приходила к мухе бабочки, красавицы, кушайте варенье, или вам не нравится наше угощение? Вдруг какой-то паучок, старичок, нашу муху в уголок поволок, хочет бедную убить, цикатуху погубить. Дорогие гости, помогите, паука-злодея загубите. И кормила я вас, и поила я вас, не покиньте меня в мой тяжелый час. Но жуки и червяки испугались, по щелям, по углам разбежались. Тараканы под диваны, а козявочки под лавочки, а букашки на кровать. Не желают воевать. И никто даже с места не двинется. Погибай, пропадай, именинница. А кузнечик, совсем как человечек. Скок, за кусток, под мосток. И молчу. А злодей-то не шутит. Руки-ноги он мухи веревками крутит, зубы острые в сердце вонзает, и кровь у нее выпивает. Муха криком кричит, надрывается. А злодей тут молчит, улыбается. Вдруг, откуда ни возьмись, маленький комарик, а в руках его горит маленький фонарик. Где убийца? Где злодей? Не боюсь его когтей. Подлетает к пауку, саблю вынимает и на всем скаку голову срубает. А потом муху за руку берет и как кошечку ведет. А я за ней зарубил. Я тебя освободил. А теперь, душа девица, на тебе хочу жениться. Тут букашки и козявки выползают из-под лавки. Слава комару, победителю! Прибегали светлячки, зажигали огоньки. То-то стало весело, то-то хорошо. Эй, сороконожки, давайте, бегите по дорожке, зовите музыкантов, будем танцевать. Музыканты прибегали, в барабаны застучали, бом-бом-бом-бом. Пляшет муха с комаром, а за нею коп-коп, каблучками топ-топ. Козявочки с червяками, букашечки с мотыльками, а жуки рогатые, мужики богатые, шапочками машут, с бабочками пляшут. Тара-тара-тара-та, заплясала мушкара, веселится народ, муха сам живет,
за лихого молодого комара. Муравей, муравей, да не жалей ты лаптей, с муравьихой подпрыгивает, а с букашечками на букашечку подмигивает. Вы букашечки, вы милашечки, таракашечки, сапоги скрипят, каблуки стучат. Будет мышкара веселиться до утра. Нынче муха цикату, и мне. На моем участке в Тверской области, когда девочки выросли, я после всяких супов, каш, и щей и стирок, ну стирки они сами стирают, я увидела вокруг мир полон всяких. Вот это вот было написано, значит, скоро для бабочки. Давайте. Стираю белье, а маленькая пестрая бабочка влетела прямо в таз, в мыльную пену. Шлеп! И окунулась до половины тельца. Только усики торчат, да вверх крылышком. О, ужас! Что делать? Я быстро ее вот так раз выплеснула ее рукой на травку. Ой, ну она же в пене. Так осторожно взяла ее за тельце и окунула чуть-чуть в чистую водичку. Бабочка сидела на листочке, опустив тяжелые от воды вот так крылышки. Но усики и лапки шевелились. Я побежала в предбанник, взяла кусочек маточки и тихонечко его так промокнула. Красавица сразу зашевелилась и стала вот так потряхивать крылышками, как будто бы досушивая их. Она даже с марли заползла на мою ладонь. Ну что, малюточка, помогла я тебе? Попробуй взлететь, шепнула я бабочке. Но бабочка ползла по ладони, пока не упала в травку. Ой, так стало жалко ее. Неужели повредилась от мыльной воды? Тут бабочка несколько раз вот так раз встряхнула крылышками, как бы успокаивая меня. А потом не очень уверенно вспорхнула и полетела вверх, совершая виражи, как будто красуясь передо мной, стало спокойно за нее. Ну не радость ли? Все. Да, спасибо. Часть нашего концерта закончена. Сейчас будет выступать первичная организация номер 4. Я приглашаю свою ведущую Валерию Хорошевскую. Добрые люди, мы рады приветствовать вас и спасибо вам за то, что вы пришли нас поддержать. Мы не артисты, но благодаря московскому долголетию стали ходить в различные мероприятия, клубы творческие. Танцуем, рисуем, поем. И когда был объявлен конкурс, фестиваль, мы решили поддержать его. Итак, мы начинаем. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенная стать, в Россию можно только верить. Федор Тютчев, середина 19 века. Он был дипломатом и 22 года прожил в Европе, оттуда изнутри видел, наблюдал, как плохо Европа относится к России. И когда в 1862 году Польша подняла восстание против России, он написал очень пронзительное стихотворение «Страшный сон» называется. Как будто ему приснился страшный сон. Который месяц длится эта битва? Здесь пыл героев, там предательство и ложь. Разбойничий притон в дому молитвы, в одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью, все виды зла, все ухищрения зла, разврат умов и искажение слова, все поднялось, и все грозит тебе. О, край родной! Такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Знать
велико российское значение. Мужайся, Русь, крепись и одолей. 1,5 века прошло с написания этого стихотворения, но оно настолько актуально сегодня, как будто написано только что, только сейчас. И какое точное и четкое напутствие. Мужайся, Русь, крепись и одолей. Приглашаю всю нашу творческую команду. Людмила Филимонова, Людмила Ульянова, Татьяна Матвеевич, Ольга Яшина, Нина Лукьянова, Татьяна Пестова, Надежда Куликова и я, Валерия Тимошевская. Без микрофона. Хотят ли русские войны, спросите вы у тишины, над ширью башен и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят истины. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать смогли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал, мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою за землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите жен и дочерей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Вальс снова прозвучал в лесу прифронтовом. И каждый думал, мечтал о чем-то своем. И каждый думал о своей любимой в ту весну. Но каждый знал, дорога к ней идет через войну. Вальс в лесу прифронтовом. Берез не слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс, осенний сон играет гармонист. Вздыхают, жалуя спасы и словно забытия. Сидят и слушают
свет и радость прежних встреч нам светит трудный час. Какой придется в землю лечь, так это ж только нас. Но пусть и смерть в огне дыму бойца не устрашит, и что положено тому, пусть каждый совершит. Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка, пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждет. Не осталось порой имен, но они остались в прозе, в поэзии, в стихах, в песнях, в картинах, скульптурах и в сердцах поколений. И об одном из таких героев я вам расскажу балладу Константина Симонова, сына артиллериста. Был у майора Деева товарищ, майор Петров. Дружили еще с гражданской, еще с 20-х годов. Вместе рубали белых шашками на скаку, вместе потом служили в артиллерийском полку. А у майора Петрова был Ленька, любимый сын. Без матери при казарме рос мальчишка один. И если Петров в отъезде, бывало вместо отца друг его оставался для этого сорванца. Вызовет Деев Леньку, а ну поедем гулять, сыну артиллериста пора к коню привыкать. С Ленькой вдвоем поедут в рысь, а потом в карьер. Бывало, Ленька спасует, взять не может барьер, свалится и захнычет. Понятно, еще малец. Деев его поднимет, словно второй отец, посадит снова на лошадь. Учись, брат, барьеры брать. Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Ничто над жизнью не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была. Прошло еще 2-3 года, и в стороны унесло Деева и Петрова военное ремесло. Уехал Деев на север и даже адрес забыл. Увидеться это бы здорово, а писем он не любил. 10 лет пролетело. Вдруг кончилась тишина. Внезапно загрохотала над родиною война. Деев дрался на севере, в полярной глуши своей, и иногда по газетам искал имена друзей. Однажды нашел Петрова. Значит, жив и здоров, в газете его хвалили, на юге дрался Петров. Потом, приехавший с юга, кто-то сказал ему, что Петров Николай Егорыч геройски погиб в Крыму. Деев вынул газету, спросил, какого числа, и с грустью понял, что почта сюда слишком долго шла. Однажды, в один из пасмурных северных вечеров, к Дееву в полк был назначен лейтенант Петров. Деев сидел над картой при 2 чадящих свечах, вошел высокий военный, касаясь сажень в плечах. Первые 2 минуты майор его не узнал. Лишь голос у лейтенанта о чем-то напоминал. А ну повернитесь к свету, и свечку к нему поднес. Все те же детские губы, тот же курносый нос. А что усы, так ведь это с Боритией весь разговор. Ленька! Так точно, Ленька, он самый, товарищ майор. Значит, окончил школу и будем вместе служить? Жаль, до такого счастья отцу не пришлось дожить. У Леньки в глазах блеснула непрошенная слеза, он схрипнул зубами, молча отер рукавом глаза. И снова пришлось майору, как в детстве ему сказать, держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка у майора была.
А через 2 недели шел в скалах тяжелый бой. Чтоб выручить всех, был должен кто-то рискнуть собой. Майор к себе вызвал Леньку. Взглянул на него в упор. По вашему приказанию явился, товарищ майор? Ну что ж, хорошо, что явился. Оставь документы мне, пойдешь один, без радиста, рация на спине, и через фронт по скалам ночью в немецкий тыл пройдешь по такой тропинке, где никто не ходил. Будешь оттуда по радио вести огонь батарей. Ясно? Так точно, ясно. Ну так иди скорей. Нет, погоди немного. Майор на секунду встал, как в детстве 2 руками Леньку к себе прижал. Идешь на такое дело, что трудно прийти назад. Как командир тебя я туда посылать не рад. Но как отец, ответь мне, отец я тебе или нет? Отец, сказал ему Ленька и обнял его в ответ. Ну вот, раз отец, коль вышла на жизнь и смерть воевать, отцовский мой долг и право сыном своим рисковать. Раньше других я должен сына вперед посылать. Все понял? Так точно понял. Разрешите идти? Иди. Майор остался в землянке. Снаряды рвались впереди, где-то гремело и ухало. Майор следил по часам. В 100 раз ему было бы легче, если бы шел он сам. 12. Сейчас, наверное, прошел он через посты. Час. Сейчас добрался к подножию высоты. 2. Теперь, должно быть, ползет на самый хребет. Поскорей бы, чтобы его не застал рассвет. День вышел на воздух. Как ярко светит луна! Не могла подождать до завтра, проклята будь она. Всю ночь, шагая как маятник, глаз майор не смыкал, пока по радио утро донесся первый сигнал. Все в порядке, добрался. Немцы левее меня, координаты 3:10, скорее давайте огня. Орудия зарядили, майор рассчитал все сам, и с ревом первые залпы ударили по горам. Новый сигнал по радио. Немцы правее меня, координаты 5:10, скорее еще огня. Летели земля, и скалы столбом поднимался дым. Казалось, теперь оттуда никто не уйдет живым. Новый сигнал по радио. Немцы вокруг меня, бейте 4:10, не жалейте огня. Майор побледнел, услышав 4:10. Это как раз то место, где его Ленька должен сидеть сейчас. Но не подавший виду, забыв, что он был отцом, майор продолжал командовать со спокойным лицом. «Огонь!» — летели снаряды. «Огонь, заряжай скорей!» По квадрату 4:10 било 6 батарей. Новый сигнал по радио. Молчал, оглушило взрывом. «Бейте, как я сказал, я верю, свои снаряды не могут тронуть меня. Немцы бегут, нажмите, дайте море огня!» И на командном пункте, приняв последний сигнал, майор в оглохшее радио не выдержал, закричал: «Ты слышишь меня? Я верю! Смертью таких не взять! Держись, мой мальчик, на свете 2 раза не умирать! Ничто нас в жизни не может вышибить из седла!» Такая уж поговорка у майора была. В атаку пошла пехота, к полудню была чиста от убегавших немцев скалистая высота. Всюду валялись трупы, раненый, но живой был найден в ущелье Ленька с обвязанной головой. Когда развязали повязку, что наспех он завязал, майор поглядел на Леньку и вдруг его не узнал. Да нет, был он все тот же, прежний, спокойный и молодой, все те же глаза мальчишки, но только совсем седой. Он обнял майора, прежде чем в госпиталь уезжать. «Держись, отец,
На свете 2 раза не умирать. Ничто нас в жизни не может вышибить из седла. Такая уж поговорка теперь у Леньки была. Войны продолжает солистка хора вдохновения Лимонова Людмила. Песня «Жена офицера». Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Пожалуйста, помните. Медленный вальс танцевальная группа, задумчивый вальс.
Давайте, Маша. Надя, выходите. Так, шаг назад, шаг вперед. Пожалуйста. С государством можно и поспорить, и быть недовольным, а вот Родину надо любить и защищать. Милое, доброе стихотворение Зои Александровой «Родина». Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает милый дом. В саду смородина, толстый тополь у ворот, у реки березки скромницы и ромашковый бугор. А другим, наверное, вспомнится свой родной московский двор. В лужах первые кораблики, там, где раньше был каток. И родной соседней фабрики добрый радостный гудок. Или степь от маков красная, или золотая целина. Родина бывает разная, но Россия ведь одна. Родины солистки хора «Вдохновение» Людмила Филимонова и Людмила Ульянова. Песня «Над Россией моей». Вот еще микрофон, если нужен. Свежий воздух, сладкая потока, шелестит ветерок меж лесов и
столом, и подруг, и друзей, и народы двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И народы двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И народы с двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. И народы с двору дочку замуж сосватаем, чтоб родилась семья для России моей. Где мать ждет всегда сыновей. Что может быть лучше России, родимой отчизны моей? Танец, что может быть лучше России? Что может быть лучше России, черемух цвету как снегу, и речки, что лентою синей лежит на зеленом лугу. Спросите у рощи весенней, где ночью не спит соловей, что может быть лучше России, единственной песни моей. Что может быть лучше России, когда не грустят ни окном, по утренней кромке российской мальчишка бежит босиком. Спросите у белой березы, у ясного неба над ней, что может быть лучше России, любви безграничной моей. Что может быть лучше России, когда на сентябрьском ветру в малиновой краске осенней роняет выступа утру. Спросите у туч поднебесных, у желтых созревших полей, что может быть лучше России, родимой отчизны моей. Что может быть лучше России, когда в январе по ночам над белой равниною зимней осевшие звезды молчат. Спросите об этом у дома, где мать ждет всегда сыновей. Что может быть лучше России, судьбы и надежды моей? Спросите об этом у дома, где мать ждет всегда сыновей. Что может быть лучше России, судьбы и надежды моей? Стареет лишь кожа, но меняются мнения, а души все те же. И те же желания, всем хочется счастья и понимания. Все так же мы любим и так же прощаем. Друзей своих верных не забываем. Смеяться и плакать не разучились. Мы все еще те же, такие, как были. А возраст всего лишь для паспорта дата. Мы все еще молоды. Правда, девчата? Да!
солдат, что погибли тебя защищая, как легко не вершить трудных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Такие девчонки прелесть. Наши ведущие Валерия Хорошевская. Делаем. И у нас еще подарки. Девушки, не расходитесь. Подарки. От председателя. Ячеек. Сейчас Алексей Андреевич вас скажет, не расходитесь. Уважаемые ветераны, большое вам спасибо, что пришли на наше мероприятие. Мы сегодня просмотрели более 10 номеров художественной самодеятельности. Хочу сказать, что все они исполнены на высоком уровне. И мне кажется, что даже вот все номера можно их все включить в военный смотр. Да, так и Да, сделали. но это будет решать бюро наше. Жюри. Ну, жюри. Так что я, конечно, посоветую, значит, хорошо посмотреть. Мы еще не все номера посмотрели, еще школы есть, да, еще А журналочка так, есть. хочу сказать большое спасибо и еще не обнадеживаю, но, наверное, пригласим вас в ресторан 22 апреля, который проводит муниципалитет и посвящается Дню Победы. Всех участников сегодняшнего Нас вы пообещали, значит, девушки должны быть приглашены. Обязательно. Что 4-й комиссии. Нет, это за счет Совета ветеранов района. Мое дело поблагодарить и пообещать. Там встанем сзади. Так, Не уходите, у нас еще подарки. так. Все. Я помню, вы у нас были, в общем, ребята приезжали из округа, в школе. Признательны с нашей Валерией. Одна в 3 лицах была и Есть 3 пакета, давайте. Вы живете в республике? Да, я живу здесь. Ну, сюда. Так, девочки. Девочки красавицы. Молодцы. Так, тихо. Все.